Информационная служба «Осетия ТВ». Главные темы выпуска. В Ессентуках обсудили антикризисную стратегию СКФО. Встреча была посвящена вопросу устойчивого развития экономики и социальной стабильности субъектов округа. Главные спикеры подчеркнули важность организации антикризисной деятельности и необходимость развития экономического потенциала регионов. В Северокавказском горно-металлургическом институте вручили грамоты, благодарственные письма, презентовали новые изобретения и проекты. Ученые Осетии отмечают День науки. Алан Кукаев провел свой урок уже во второй раз. Удивительный синтез современного и национального танца, переплетенный с хореографией классического балета, не оставил зрителя равнодушным. Эти и другие темы далее подробно. В Ессентуках обсудили антикризисную стратегию СКФО. Совещание было посвящено вопросу устойчивого развития экономики и социальной стабильности субъектов округа. Главные спикеры встречи – полномочный представитель президента России на Северном Кавказе Сергей Меликов и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов – обозначили наиболее острые проблемы округа. Сергей Меликов отметил важность организации антикризисной деятельности и необходимость развития экономического потенциала как часть более общей политики. В свою очередь Лев Кузнецов внес небольшую долю конкретики, озвучив ряд основных моментов, касающихся реализации антикризисной стратегии в СКФО. Основной план антикризисных мероприятий – это не латание дыр, а наоборот максимально сегодня найти то, что могло бы стать локомотивом и помогать решать те проблемы, которые есть. Поэтому развитие реального сектора экономики, а у нас, к счастью, имеются большие наработки, и притом коррелирующие с задачами, стоящими по импортозамещению, развитию экспорта и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Отдельным блоком в экономике это малый и средний бизнес, потому что мы понимаем, что в целом для СКФО это очень чувствительный вопрос, но здесь важно дать возможность бизнесу, все-таки у нас это в СКФО очень приоритетно, выйти из тени. И за счет мотивации по дополнительным возможным льготам, и вопрос доступа к госзаказам, и вопрос защиты от возможных всяких надзорных и контролирующих органов и так далее. Итогом встречи было принятие решения о формировании профильной рабочей группы Минкавказа России, которая послужит мостом между жителями, бизнесменами, властями региона и правительством в режиме реального времени. Фатима Дзываева, Савелий Зангиев, Осетия ТВ. В Северной Осетии создадут группу по внедрению национального рейтинга инвестиционного климата. Об этом сообщили сегодня на заседании правительства республики. Список регионов, привлекательных для ведения бизнеса, был сформирован еще в прошлом году. Программа действовала в пилотном режиме. В 2015 в нее вошли все субъекты страны. Рейтинг призван выявить, какие усилия прилагаются на местах для создания благоприятных условий ведения бизнеса. Оцениваться субъект будет по ряду показателей. Здесь будет в общем оцениваться и инвестиционное законодательство, которое есть в республике, и административные барьеры, наличие, присутствие и, скажем так, быстрота, скорость прохождения этих, значит, необходимых разрешительных мероприятий, необходимых лицензий, выхода на стройплощадку, подсоединения, значит, к коммуникациям, электроснабжения, газоснабжения, наличие автомобильных дорог, инфраструктуры. В целом будет оцениваться, значит, все, что представляет вот, понимание инвестиционного поля. Субъекты оценят по 4 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Основная задача – выявить, насколько сложно вести бизнес в том или ином регионе. Возглавит рабочую группу председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев. Тамила Хамицаева, Фатима Макиева, Заур Цеов, Осетия ТВ. В IT-парке «Алания» прошел очередной тренинг. На этот раз доктор экономических наук Алан Абаев рассказывал о правилах реализации стартапов. Отдельным блоком рассмотрели и влияние инноваций на маркетинговую стратегию. По словам эксперта, 8 из 10 инновационных проектов не доживают до экономической самостоятельности. А значит, эта сфера бизнеса является самой сложной и непредсказуемой. Но в случае успеха может принести колоссальную прибыль. Известный маркетолог не обошел стороной и региональных бизнесменов, указав на их ключевые ошибки, особенно в непростой период кризиса. Как раз кризис – это шанс проявить себя, да, то есть возможность наконец-то избавиться от диктата импортного продукта и
предлагать российский продукт. Да, это действительно так, но большинство российских бизнесменов идут по пути банального повышения цены на свой товар, так как типа, мол, импортный теперь очень дорого стоит, а дай-ка я тоже повышу. И это не очень хорошо. А вот системная конкуренция, формирование продукта, который бы был конкурентным не только по цене, а по качеству и по свойствам товара, то это, конечно, было бы очень важно. Поэтому в кризис нужно что делать? Нужно, наверное, совершенствовать свой бизнес, пытаться выстроить его с точки зрения потребностей рынка и сделать таким образом, чтобы товар был конкурентоспособным не только в момент кризиса, но и после того, как он пройдет, а он рано или поздно закончится. Российские ученые отмечают День науки. Практически все научные коллективы встречают профессиональный праздник с размахом. Северокавказский горно-металлургический институт не остался в стороне. В преддверии праздника в стенах вуза прошли тематические мероприятия. Благодарственными письмами и грамотами наградили наиболее отличившихся преподавателей и молодых ученых. Своих научных наставников поздравили и аспиранты. Сегодня мы поощрили благодарностями наших ведущих ученых, наших ведущих аспирантов и молодых ученых. Сегодня мы проводим ряд мероприятий, направленных на популяризацию науки. И на каждом факультете пройдут семинары, встречи с ведущими учеными, лекции, показ нашего материально-технического оборудования, которое используется в научной и образовательной деятельности. Празднование Дня науки не обошлось без презентации новых разработок. Группа молодых изобретателей представила зрителям инновационный прибор – электролюминесцентную панель. Как говорят разработчики, он в 2 раза дешевле и эффективнее импортных аналогов. Это, в общем-то, инновационное изделие, в мире широко известно, применяется оно в различных отраслях, например, подсветка панелей приборов автомобильных, в железнодорожном транспорте, в авиации, поскольку она очень экономичная, в рекламе находит широкое применение. Но в России, в общем-то, она практически нигде не выпускается. В основном ее сюда привозят из зарубежных стран. Научные труды, монографии и учебники последних лет. Около 200 книг представили зрителям преподаватели института. Но это еще не все. В музее ГМИ открылась экспозиция металлических изделий, авторами которых являются студенты и выпускники вуза. Тинатин Музашвили, Фатима Макиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Небывалый аншлаг. Съемочные группы с трудом работают в зале. На сцене Остинского театра урок от Алана Кокаева. Удивительный синтез современного национального танца. Элементы классического балета под национальную музыку Булата Газданова и Феликса Алборова. Постановка затрагивает актуальную тему современного общества. В основе философского балета – конфликт. Во время репетиции хореограф поднимает руку на своего воспитанника. Возникает конфликт между учителем и родителями. Вот в сегодняшнем спектакле у нас показана положительная, как скажем, творческая семья хореографа и его подопечных. В жизни у нас у всех есть ошибки, в жизни у нас у всех получается что-то неправильно. Мы такие люди, что можем нервничать, можем ошибаться, но всегда должно быть в конце все положительно. Премьера спектакля состоялась больше года назад. Еще тогда вызвала немалый интерес у зрителя. Алан Кокаев провел свой урок уже во 2-й раз. Спустя 1,5 года актеры выросли из своих образов, а потому играть сложнее. Мы уже выросли из тех ролей, в которых были в 1-й раз, и поэтому подстраиваться было сложнее. Но театром РАН помог нам. Они как бы наши родители, и они так сильно вжились в роль, что на самом деле мы принимаем их за родителей, и они очень помогли нам. 2-е отделение представило гостям самую значительную часть творческого наследия этого удивительного коллектива. Ребята исполнили почти весь свой репертуар, а в финале вовсе удивили зрителей. На сцене Остинского театра дебютировал новый состав совсем маленьких джигитов.
Маленький джигит – долгожитель среди детских хореографических коллективов. 2015 год для выдающегося ансамбля юбилейный. Однако балет «Урок» – первый шаг к празднованию 75-летия ансамбля. Впереди не менее красочная торжественная программа. Уже сегодня у коллектива весьма плотная гастрольная программа. Танцоры выступят как на отечественной, так и на зарубежной сцене. Тома Валева, Заур Цеев, Осетия ТВ.